Вітаю, в етері «Тема дня Крим». В студії для вас працює Дмитро Нетета. 28 грудня в селищі Савєцькому окупанти провели обшук у будинку кримського татарина Ростема Ібатлаєва. Разом з 34-річним чоловіком проживає його дружина та троє малолітніх дітей. Про це повідомляє Кримська Солідарність. Як виявилося, силовики шукали колишнього власника приміщення, про якого нинішні жителі будинку не мають інформації. За підсумками слідчих дій затримання не проводилося. Це один з багатьох обшуків у кримських татар, які відбулися в окупованому Криму цьогоріч. Загалом, за даними Кримсько-татарського ресурсного центру, за 9 місяців 2021 року російські силовики провели 46 обшуків, 238 затримань або утримань та 238 допитів, опитувань та розмов. Загальна кількість арештів за 9 місяців поточного року становить 147. З них 25 – це нові арешти, 18 – адміністративні арешти. 83 – це продовження терміну тримання під вартою. Ухвалені також 22 нових вироки. Про те, як змінилася ситуація з правами людини в окупованому Криму за останній рік, про головні правові та політичні ініціативи щодо Криму у цьому році, поговоримо з нашим гостем. З нами на зв'язку член Меджлісу кримсько-татарського народу, голова Кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв. Вітаю вас. Добрий вечір. Пане Ескендере, отже, ситуація з порушеннями прав людини в окупованому Криму, наскільки вона змінилася за останній рік? Я хотел бы обратить внимание, что те процессы, которые начались в 2022 году, конечно, в 2020 году, извиняюсь, они активно начали проявляться уже в 2021 году. Это было связано с тем, что в 2020 году, когда было проведено всеобщее голосование, и, соответственно, внесены изменения в Конституцию Российской Федерации, то, соответственно, были внесены изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации. В частности, и в Уголовный кодекс Российской Федерации. К чему это привело? Привело, что появились новые статьи. Например, такая, как статья 280, часть 2, точка 2, вернее, вступил в силу указ президента Российской Федерации по поводу земли. И поэтому, конечно же, все это дает возможности усиливать действия оккупантов. Или, допустим, законодательство Российской Федерации по установлению возможности применять действия со стороны полицейских. Поэтому мы уже четко видим следующие тенденции, которые уже проявились в 2021 году. Первая тенденция — это то, что продолжалось, или, скорее всего, то, что началось в ноябре 2020 года, активно проявлялось в 2021 году, когда массово задерживались, потом удерживались люди по этническому признаку. Это когда люди ехали непосредственно в суды, и возле Керченского моста были остановлены более 120 человек и удерживались более 8 часов. Это когда люди приходили к зданию ФСБ для того, чтобы получить информацию, где находятся люди, которые были после обысков вывезены в неизвестном направлении. Это десятки людей, которые приходили к зданию ИВС для того, чтобы встретить адвокатов, арестованных, обвиненных по административному производству, и которые отбывали по 12 суток, 12-15 суток непосредственно в ИВС. Это и те люди, которые приходят для того, чтобы поддержать во время обысков. И мы видим, как оккупанты арестовывают, как оккупанты выводят, и даже не обращают внимания на то, что среди людей находятся не только женщины, но и дети. И именно в этом году было 2 случая, когда были задержаны дети несовершеннолетние, и они находились непосредственно в отделениях. Я хотел бы обратить внимание, что 2021 год охарактеризован тем, что во время обыска было применено оружие и был убит человек, Набир Рахимов, тело которого по сегодняшний день не предано земле, потому что его так и не передали ни родственникам, ни близким, ни знакомым. Кроме того, его же супругу
вывезли в концентрационный центр миграционный в Краснодарский край. И, кроме того, его детей отделили от матери и передали третьим лицам. Поэтому, мало того, в декабре 2021 года в отношении него, уже мертвого, возбудили уголовное производство. Мы видим следующие тенденции, когда в 2021 году явно начинают преследовать женщин. Потому что мы видим, женщин — это матерей, в первую очередь жен и дочерей тех политузников, которые находятся в местах несвободы. А я напомню, что на сегодняшний день, по данным Крымско-Татарского ресурсного центра, их 121, из них 89 — это представители коренного народа. И эти тенденции, они очень важны, потому что мы видим, что в отношении женщин открывают производство уголовное, открывают административные производства, штрафуют. Таким образом, максимум хотят запугать любую активность людей, которые пытаются, скажем, противостоять или информировать международную общественность о том, что на самом деле происходит в Крыму. Кстати, я хотел бы уделить внимание, что активно проявляется или используется статья за недоносительство. Вот как раз-таки в этом плане всячески пытаются, скажем, в Крыму культивировать в таком вот силовым путем методы доноса, методы стукачества и так далее, от чего, в принципе, отучилось украинское общество. И поэтому вот таким образом они не только, скажем, составляют протоколы, но и даже преследуют именно открывают уголовные производства. Также этот год характерен и тем, что в отношениях самих политузников они находятся в ненадлежащих условиях. И, соответственно, если только вспомнить Тимура Абдулаева и Узира Абдулаева, то большую часть пребывания в колониях они только за 2021 год провели непосредственно в ШИЗО. А мы прекрасно понимаем, что это постоянные провокации, это постоянные, скажем, попытки унижения и таким образом последующие наказания за их, скажем, такую адекватную реакцию. И поэтому мы видим, что эти политузники, они постоянно находятся в более жестких условиях, когда нет возможности даже выходить на свежий воздух. Я хотел бы обратить внимание, что с усилением законодательства появляются в 2021 году активно выносили приговоры с максимальными сроками, то есть по 17, 18, 20 лет. Кроме того, первые годы назначают тюрьмы. То есть мы понимаем, в каких жестких условиях пребывают наши соотечественники после приговора. И, соответственно, эти процессы, они активно наблюдаются непосредственно в 2021 году. Поэтому говорить о том, что оккупанты как-то пытаются ослабить или отреагировать на все эти процессы, конечно же, нет. В 2021 году нам стало известно два таких громких случая, когда молодые крымские татары вначале пропали без вести, а потом их тела после, скажем, насильственной смерти были найдены. И поэтому здесь опять же стоит обратить на то внимание, что практика запугивания через, возможно, выкрадывание или через вот как такое насилие начинает опять продолжаться, таким образом запугивать то нелояльное для Российской Федерации население, которое через такие способы они пытаются надавить. И опять же, говоря о нарушении прав человека, хотел бы обратить внимание, что именно в этом году мы больше и больше слышим о тех пытках, которые проводятся в отношении наших соотечественников. Да, пытки проводились и раньше. Да, от пыток погиб и первая жертва оккупации Ришат Аметов от жестокого издевательства.
Но вы понимаете, тот период, когда погиб Ришат Ахметов, тот период он не был подконтролен, я бы так бы сказал бы, скажем, официальным российским силовым структурам. Но сегодня мы видим, что те действия, которые совершают уже люди в погонах, официальные лица оккупационные в виде национальной, в виде полиции Российской Федерации, в виде там, сотрудников ФСБ и так далее, это свидетельствует тому, что те действия, которые проводились в 2014 году по отношению к другим нашим гражданам, тела которых были найдены позже, они продолжаются и сегодня. Мало того, тот случай, который произошел с Нариманом Мамедовым, он свидетельствует о том, что, к сожалению, мы не обо всех случаях знаем. Да, сегодня нам известно конкретно 15 случаев, когда люди давали показания, когда люди признавались о том, что их могли заставлять копать могилу, ставить на колени, стрелять там над головой, а потом, скажем, подводить там ток и так далее. То именно случай с Нариманом Мамедовым, он показывает, что сколько таких людей, о которых мы просто не знаем. Сколько таких людей, которые просто боятся об этом говорить в надежде на то, что их, может быть, наконец-то оставят в покое. Поэтому вот здесь, пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к нашим соотечественникам, что оккупант, если начал преследовать, он не успокоится. Поэтому наша задача — давать огласки любой случай или каждый случай для того, чтобы была реакция международной общественности. И поэтому нам, конечно же, нужно реагировать для того, чтобы защитить. Нам нужно придавать широкой огласке для того, чтобы защитить. Нам нужно говорить о тех нарушениях как в местах свободы, так и на территории оккупированного Крыма для того, чтобы защитить. И поэтому для нас очень важно, конечно, фиксировать все эти процессы. Далее, когда мы говорим о тенденциях, конечно же, продолжаются тенденции преследования, вернее, не преследования, скажем, воспитания детей в насилию, воспитание детей к войне, воспитание детей к ненависти к Украине, к цивилизованному миру. И те, скажем, расширения таких общественных движений, как Юнармия, таких, скажем, в соответствии с Министерством так называемого образования вводятся кадетские классы, либо вводятся казачьи классы, казачьи кружки. Все это, конечно же, опять же приводит к тому, что то подрастающее поколение пытается зомбировать и, соответственно, настраивать против граждан, против той страны, в которой, по сути дела, они родились. Поэтому для нас важно, опять же, об этом информировать, и это отражается в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Я вот попытался сейчас обозначить основные такие тенденции, которые наблюдаем мы в 2021 году. Кстати, вот еще одна важная тенденция, когда они активно стали ставить политузников на профучеты. Что означает постановка на профучет? То есть эти политузники, они лишаются права, скажем, в первую очередь на УДО, на условно-досрочное освобождение. В отношении эти люди находятся под постоянным надзором, то есть, соответственно, они ограничены в свободе в местах несвободы, да, то есть, по сути дела, они оказываются под дополнительным надзором, и, конечно же, в таких условиях находиться в местах несвободы очень сложно. И они ограничены дополнительно или в несколько раз ограничены в своих правах. Поэтому вот эти тенденции, они дают определенные посылы для нас, чтобы мы, показывая вот эти вот все процессы, показывая то, что вслед за политузниками пытаются системно нарушать права целых семей. Потому что уже сегодня мы можем назвать несколько семей, когда отец, сын и зять из одной семьи являются политузниками, когда два брата являются политузниками. И, конечно же, когда двоюродные братья, троюродные братья становятся жертвами
оккупантов. И таким образом целые семьи, покой целых семей нарушается. И понятно, что эти все процессы, они продолжаются, и они более проявились в 2021 году. Якщо говорити про порушення прав людини в окупованому Криму, я б, наприклад, згадав ще, крім цього, порушення прав всього народу у контексті справи переслідування меджлісу кримськотатарського народу. Це справа Нарімана Джеляла та братів Ахтемових. Це справа проти лідера Мустафи Джемілєва, лідера кримськотатарського народу. На вашу думку, як розвиватимуться події надалі у наступному році, враховуючи ті тенденції, які спостерігаються зараз? Да, вы мне напомнили очень важный момент. Обратите внимание, что как месть за крымскую платформу арестовали первого заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Наримана Джелялова. Но, что самое интересное, они пошли более изощренно. Они не стали применять ту статью Уголовного кодекса 280.2, которая, по сути дела, по которой и должны были они арестовать Наримана, или могли бы, вернее, арестовать Наримана Джелялова, они его стали обвинять в диверсии. Но мы же понимаем, что диверсант, там, террорист и так далее, как раз-таки к таким статьям более осторожно относятся политики на международном уровне. Поэтому, конечно же, с нашей стороны показывать вот системность, отвечая на второй ваш вопрос, что, как предпринимать? В первую очередь, конечно, нам нужно показывать эти тенденции. Нам нужно показывать, как изощряется, скажем, оккупант и пытается по-другому преподнести и пытается перевести из явно политических статей в статьи, связанные с террором, или статьи, связанные с диверсией. И, конечно же, вот таким образом наша задача информировать международное сообщество, наша задача показывать эти тенденции, наша задача, чтобы была адекватная реакция. И на самом деле один из способов — это, конечно же, активизация работы, той компании, которую мы начинали еще в 2017 году, которая называется «Аталык» или «Крестный отец». А на национальном уровне это депутаты «Допоможи бранцам Кремля», для того, чтобы депутаты всех уровней украинские брали шефство над нашими политузниками и таким образом стали посредниками в доверии или посредниками доверия, я бы так бы сказал, для международных политиков, которые в первую очередь, конечно же, доверяют своим коллегам. Если они видят, что украинские коллеги берут шефство над политвязнями, то, соответственно, у них меньше остается вопросов, и они больше доверяют. Поэтому мы это Крымско-татарский ресурсный центр, Международное движение Liberate Crimea, Меджлис крымско-татарского народа активно работаем над тем, чтобы больше депутатов брали шефство всех уровней, брали шефство над политузниками. Кстати, приветствуется, что Министерство иностранных дел Украины в этом году присоединилось к такой кампании, но под собственным названием «Адвокационное менторство». И действительно, при совместной работе мы уже видим результаты, когда, допустим, норвежский Хельсинский комитет взял 3 политузников на поруки. Далее Фукаяма, известный деятель, известный всему миру, взял на поруки, и у него было недавнее заявление. Известный правозащитник Антони Станго также взял на поруки шефство над политузниками. Сегодня активизировалась в этом вопросе и ПЕН Украина, и они под собственным названием «Амбассадор», они берут больше на поруки гражданских журналистов. Нас очень радует то, что как бы не называли ту или иную компанию, но сам процесс пошел, и действительно мы смогли добиться того, что уже на сегодняшний день 8 народных депутатов Украины взяли на поруки порядка 20 политузников. И это тоже очень важно.
И некоторые из них я бы очень хотел бы отметить работу Владимира Арьева, который и на международном уровне, и на национальном уровне системно информирует о нарушении прав человека, о нарушениях прав политузников из одной семьи, это из семьи Умеровых. Поэтому вот такой механизм, он и дает нам возможность, когда наши партнеры активно объединяются в рамках Крымской платформы, и когда наши партнеры в том числе уже включают в свои резолютивные документы или активно консолидированно работают над тем, чтобы резолютивные документы таких авторитетных организаций, как Организация Объединенных Наций, включались фамилии и имена. И мы в очередной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и о нарушении прав человека мы увидели список имен, на которые стоит обратить внимание, а также мы увидели консолидированную позицию в принятии резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по милитаризации Крыма. То есть, по сути дела, еще очень важно, когда я уже раз начал говорить о резолюциях, важно отметить, что в резолюции было четко отмечено, что крымско-татарский народ — это коренной народ, и это связано опять же с принятием закона о коренных народах. И также был призыв, есть призыв в резолюции к другим странам присоединиться к Крымской платформе. До подій в Україні, які відбулися цього року, багато було насправді таких подій, які заслуговують на увагу. Це у нас і була ухвалена стратегія деокупації та реінтеграції Криму. З одного боку, президент підписав її, та Верховна Рада її ухвалила, а президент підписав, а потім ще Кабінет міністрів відповідну стратегію так само розробив кроки для її реалізації. Кримська платформа у серпні, 23 серпня відбулася так само у Києві. Але я б хотів, у нас залишається дуже мало часу, трохи більше 3 хвилин. Закон про корінні народи. Я вважаю, що це одна із ключових подій, яка відбулася з боку України. 21 липня президент підписав ініційований ним законопроект, який Верховна Рада ухвалила відповідно 1 липня. Закон визначає, що корінними народами України, що сформувалися на території Кримського півострова, є кримські татари, караїми та кримчаки. Будь ласка, ваша оцінка цього документу і його значення для кримсько-татарського народу і Криму? Да, действительно, я вкратце хочу просто характеризовать то, что мы ждали на протяжении многих лет, 30 лет, а особенно с началом оккупации Крыма активно в течение 7 лет, мы действительно получили. Это и стратегия деоккупации Крыма, как раз-таки в которой тоже Крымская платформа, которая является результатом которой. Принятие закона о коренных народов сама российская власть на самом высоком уровне говорит сама о себе. Когда даже на последней пресс-конференции, в декабре месяце, совсем недавно, на днях, Путин очередной раз вспомнил про закон о коренных народах. Мы говорили об этом неоднократно, что это является одним из деоккупационных законов. И, конечно же, меня действительно радует, что в 2041 году действительно украинская власть в этом плане сделала большие шаги вперед. Принят закон о коренных народах. Этот закон сегодня имплементируется, и над ним проводится работа над подготовкой подзаконных актов. Уже 3 подзаконных акта готовы и ждут принятия со стороны министра Украины. Далее, конечно же, мы будем работать над имплементацией и взаимодействием с другими законами, внесением дополнений и изменений. И, конечно же, напоминая опять же о законе о коренных народах, и сама реакция, первая реакция, это было заявление Госдумы Российской Федерации, были неоднократно высказывания Путина и даже в тайной переписке с посольствами ФРГ и Франции мы увидели, что одним из условий стабилизации ситуации как отмена закона о коренных. Это говорит о том, что данный закон, он выполнил ряд важных функций. И одна из важных функций, он полностью поломал пропаганду русского мира.
И таким образом, конечно же, Россия никак не может успокоиться. Поэтому я думаю, что это большое событие, и нам нужно продолжать в этом направлении работать. Ну и не могу не сказать о Крымской платформе. Да, действительно, есть много еще замечаний. Можно говорить о том, что не хватает, скажем, индикаторов, но то, что прошел саммит, и то, что есть Крымская платформа, резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, это говорит о том, что мы идем правильным путем. Дякую вам. Дякую, пане Ескендере, що долучилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку був Ескендер Барієв, член Меджлісу кримськотатарського народу і голова Кримськотатарського ресурсного центру. Говорили ми сьогодні про події року, що минає. Передивитися цей та інші ефіри ви можете на нашому сайті Суспільне Крим та на нашому ютуб-каналі. Далі дивіться новини кримськотатарською. Гарного вам вечора.